Прямые рейсы в Самару, Санкт-Петербург, Сочи и Тюмень осуществляются из аэропорта Магаз. А еще год назад самолеты прилетали сюда и вылетали из Ингушского аэровокзала только в аэропорты Москвы. Открытие новых авиасообщений способствует увеличению взаимного пассажиропотока и расширению деловых и туристических связей. Ну а совсем скоро по федеральной программе субсидирования региональных воздушных перевозок из Ингушетии запустят новые рейсы в Нижневартовск и Ростов-на-Дону. Безопасные и удобные авиасообщения. Билеты на рейсы в Ростов-на-Дону будут дешевле за счет паритетного субсидирования республикой и Ростовской областью. Реестр новых направлений уже сформирован. В связи с тем, что аэропорт Ростов закрыт в настоящее время, как и 11 аэропортов Юга России закрыты в связи со специальной военной операцией, поэтому этот рейс у нас не получился. И в связи с этим же не получился рейс на Нижневартовск, потому что это связанные рейсы, они должны были выполняться авиакомпанией «Азим», с которой у нас уже был подписан договор. То есть у нас договор с компанией есть, они готовы были начать полеты, но форс-мажорные обстоятельства. В первом полугодии 2023 года аэропорт Ингушетии планирует встретить первых пассажиров из Ростова-на-Дону и Нижневартовска. Как известно, в этих городах проживают, работают и учатся немало наших земляков. Естественно, спрос на билеты, по прогнозам аэропорта, будет высокий. Также власти Ингушетии в 2023 году намерены запустить из аэропорта Магаз авиарейс в Калугу. С нами ведут переговоры аэропорт Калуга, которые заинтересовались. Вы знаете, наверное, что в этом году туристический поток в нашу республику увеличился. Республика стала очень привлекательной в туристическом плане. То есть в этом году, вы знаете, приезжали две группы от туристической фирмы «Пегас Туристик», которая самая крупная в Российской Федерации. Вот, они приезжали, смотрели, осматривали в плане туристического развития республики и признали, что возможно. Развивая авиасообщения, власти Ингушетии развивают регион. Расширение географии межрегиональных перевозок способствует повышению инвестиционной привлекательности и развитию туризма. Прежде всего, власти региона делают упор на самые востребованные маршруты. Сейчас общий туристический и экскурсионный поток в республику более 150 тысяч человек в год. С запуском новых авиасообщений, по оценкам экспертов Росавиации, это число намного увеличится. Сейчас мы напрямую взаимодействуем с «Пегас Туристик», мы взаимодействуем с агентством «Беллатур», с которыми у нас очень хорошие отношения сложились. То есть под наши рейсы, под тюменский, под самарский рейс компанией «Беллатур» были разработаны туры 7-дневные, то есть так же, как и летает у нас самолет. То есть прилетает человек сюда, 7 дней он отдыхает в республике или в республиках Северного Кавказа и улетает этим же рейсом. То есть это удобно и для нас, и для туриста, которого встречают в аэропорту, сопровождают на всем протяжении его туристической поездки и возвращают в аэропорт, он с этого аэропорта улетает. То есть это очень удобный график работы, то есть удобный график отдыха для туристов. Расширение маршрутной сети с субъектами главную роль сыграло участие главы региона. Махмуд Али Калиматов обращался за помощью в запуске новых рейсов к федеральному центру. Сейчас каждую неделю самолеты из республики летают в Сочи, Самару, Тюмень и Санкт-Петербург. Правда, рейсы в Самару были на время приостановлены. С ноября они возобновляются. Стоит отметить, что билеты по сравнению с другими регионами на рейсы из Ингушетии гораздо дешевле. Мы же работаем не только для наших жителей. То есть некоторые рейсы, они говорят, ну вот зачем нам в Ингушетии такой рейс. Но для жителей России, которым интересно приехать в республику, которую мы сейчас уже позиционируем как туристическую, да, то есть у нас очень бурно, активно развивается туризм. Вы знаете, что на будущий год какие запланированы строительства, какое увеличение в туристическую область у нас идет. И в связи с ограничением полетов за рубеж, то есть сейчас внутренний туризм на подъеме, внутренний туризм в России на подъеме. И сейчас надо эту позицию занимать, и нам в том числе, и аэропорту, и республике нужно занимать эту нишу и бороться за свое.
Также в 2021 году аэропорт Магаз получил статус международного. Взлетно-посадочная полоса готова принять самолеты международных рейсов хоть сегодня. Ее протяженность 3000 метров, ширина 45 метров, пропускная способность до 5 аэросудов в час. Для республики открытие международных рейсов – это важное событие, дающее новые возможности для экономического роста, заявил Махмуд Аликалиматов. Сейчас работа по налаживанию рейсов за границу активно ведется, но не все так просто. Процесс сложный, и документально сложный, и технически сложный, то есть это так быстро не будет. Но работа ведется. Вот сейчас уже первый этап проектирования идет, он уже начался, он уже идет, разрабатывается проект пункта пропуска через государственную границу. Причем пункт пропуска у нас постоянный, многосторонний, грузопассажирский пункт пропуска через государственную границу. То есть мы будем обладать всеми доступными возможностями. Первые международные рейсы, которые откроются из аэропорта Ингушетии, запланированы в Турцию. Также в планах властей региона построить международный терминал. Директор аэропорта Магомед Суров подчеркнул, новые рейсы также увеличивают пассажиропоток через аэропорт Магаз. Одно из главных преимуществ Ингушской воздушной гавани – удобная локация. Географически Республика Ингушетия находится в центре Кавказа. Да? От нас что в Минводы ехать, что в Махачкалу ехать, это близко, это удобно. То есть для туристов, которые едут не только в нашу республику, это удобно воспользоваться нашим аэропортом. То есть прилетев в наш аэропорт, уже ехать в другие республики Северного Кавказа. Сейчас уже и авиакомпании, и туристические группы стали уже оценивать потенциал нашего аэропорта. И вот на будущий год уже планы у нас есть по расширению маршрутной сети. Планы есть, и постараемся приложить усилия, чтобы эти планы воплотились. На сегодняшний день с аэропорта Магаз ежедневно совершаются рейсы в Москву. Правда, их количество сокращено. Пока перевозкой пассажиров туда-обратно занимается авиакомпания «Победа». Аэрофлот временно приостановил полеты из-за высоких расходов. Ну а ЮТЭЙР из столицы страны не летает к нам с начала 2022 года. Ну и в другие регионы тоже. Это связано с проблемами с авиационным парком, которые испытывают многие авиакомпании в связи с введенными санкциями против страны. Диана Дударова, Адам Далаков. Новости 24.